Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Нравится, что мы делаем? Поддержите нашу работу. В Туркменистане редко случается, чтобы работник при возникновении трудового спора пытался через суд защитить свои права, особенно если ответчиком выступает государственное предприятие. Во-первых, из-за низкого уровня знаний законов и своих прав, а во-вторых, идти против системы порой себе дороже. Яркий пример – дело доктора Хурсанай Исматулаевой, которая оспаривала свое незаконное увольнение через суд. Проиграла его, а когда ее история стала публичной против нее, сфабриковали уголовное дело и отправили в колонию на 9 лет. Но даже те, кто знает закон и хочет добиться справедливости, терпят поражение. Вот история юриста Туркмен-Башинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Бахаргуль Комековой. Она считает, что ее уволили незаконно. Суд встал на сторону работодателя, потратив на рассмотрение запутанного дела всего одно заседание. Предприятие, уволившее сотрудницу, защищала целая армия юристов и представитель профсоюза. Бахаргуль Комекова пришла работать на ТКНПЗ в 2014 году. После трехмесячного испытательного срока ее приняли на должность юрисконсульта, а спустя 2 года Комекову официально назначили начальником общего отдела, что считается повышением по службе, где она и проработала в течение 6 лет. В ноябре 2022 года вместо Беркелиевой, вышедшей в отпуск по уходу за ребенком, Комекову переводят на должность инженера-экономиста в цех номер 6 по производству полипропилена. Запомним этот момент, ибо он и станет основным предметом спора в суде. Комекова будет настаивать, что ее именно перевели, ответчик же станет утверждать, что юрисконсульт сама, по собственному желанию, написала заявление о переводе на должность инженера-экономиста. Спрашивается, где юрист и где инженер-экономист. Так или иначе, но приказ о временном переводе Комековой на эту должность был издан, и женщина перешла работать в цех, временно, как она была уверена. Начальником же общего отдела также временно назначили другого человека. По какой причине с точки зрения администрации предприятия была произведена подобная рокировка из материалов суда, оказавшихся в распоряжении Туркмен Ньюс, непонятно. 27 марта 2023 года Беркелиева, не дожидаясь исполнения ребенку 3 лет, досрочно выходит на работу, о чем в 6-й цех из отдела кадров направлена служебная записка. Бахаргуль Комекова, будучи юристом, считает, что записка изначально была составлена неправильно. В ней Комекову предупреждают о скором истечении срока временного трудового договора, хотя ее принимали на ТКНПЗ без каких-либо временных ограничений. Да и какие временные ограничения могут быть, если к марту 2023 года она работала на предприятии в общей сложности без малого 9 лет. Женщину постарались успокоить, мол, записка составлена по общему образцу просто для информации, что Беркелиева выходит на работу на свое место. Тем не менее, трудовой договор с Комековой расторгают за подписью начальника 6-го цеха. В тот же день Комекова приходит в отдел кадров и сообщает, что намерена приступить к исполнению обязанностей на постоянном месте работы, то есть в общем отделе. Ей ответили, что приказа на нее нет, а в отделе работает другой человек, и что позже ей будут предложены иные вакансии. Комекова расценила подобные действия руководства грубым нарушением трудового законодательства, ведь должность начальника общего отдела не сократили, она по-прежнему оставалась в штатном расписании. В надежде получить поддержку в юридическом отделе предприятия, Комекова обратилась к временно исполняющему обязанности начальника отдела Реджепову с просьбой не дать совершиться беззаконию и защитить ее. В противном случае пообещала обратиться выше по инстанциям, но добиться восстановления в должности. На это Реджепов открытым текстом ответил: «Жаловаться в другие места – это ваше право. Из-за вас я никуда не пойду и ничего вам объяснять не буду. Все будет сказано в служебном уведомлении, которое вы получите из отдела кадров». И выпроводил женщину из кабинета. Комекова решила не отступать и отправила жалобу в госконцерн Туркменнефть, но заявление оттуда вернули обратно на ТКНПЗ. Круг замкнулся, нож не режет свои ножны. Вообще в Туркменистане повсеместно действует отвратительная практика, когда жалобы граждан на нарушение какого-то госоргана спускают в тот же госорган. Иногда ответа и вовсе не приходит, но чаще всего это лишь отписка. Оснований для вашей жалобы нет. 29 марта тот же самый в РИА начальника юридического отдела ТКНП Зариджепов и начальник отдела кадров Хыдыр Ниязов
предложили сотруднице на выбор 3 варианта решения вопроса. Первое. Занять одну из вакантных должностей оператора, сварщика или рабочего. Второе. Вернуться на пост главы общего отдела, но через месяц быть уволенной. Третье. Написать заявление об увольнении, чтобы затем получить другую работу на ТКНПЗ. Стоит обратить внимание на второе предложение из 3. Прозвучало это так: с 30 марта вы приступаете к работе в должности начальника общего отдела, но работодатель все равно не даст вам работать и через месяц уволит. На этом предприятии только работодатель решает, кто и где должен работать. Хыдыр Ниязов специально сходил в приемную гендиректора и, вернувшись оттуда, передал слова руководителя: если хочет на прежнее постоянное место работы, то пусть пишет заявление. Начальник отдела кадров поставил Комековой в вину тот факт, что она без приказа вышла на работу, чем создала трудовую коллизию. Сотрудница отказалась от всех 3 предложений, сочтя их нарушающими Трудовой кодекс Туркменистана. Как, например, человека, работавшего юрисконсультом и начальником общего отдела, можно перевести на должность сварщика. Что за кадровый бардак творится на заводе? В итоге Бахаргуль Комекову просто уволили с поста инженера-экономиста 6-го цеха, причем опять-таки с нарушением. Дата увольнения стоит 30 марта, хотя уже 3 дня, как эту должность занимала Беркелиева. Поняв, что самой ей ничего не добиться, женщина обратилась в суд Туркменбаши. ТКНПЗ в суде был представлен целой армией защитников: начальник отдела кадров Хыдыр Ниязов, правоведы Халымов, Непесова и Мамет Аганова. Они заявили, что в 22 году истица добровольно попросила перевести ее на должность инженера. Комекова отрицает факт доброй воли и настаивает на том, что ее именно переводили с одной должности на другую. Требование истицы предоставить суду написанное ею собственноручно заявление удовлетворено не было. Как видно, не было и самого этого заявления, зато многочисленные приказы администрации о переводе в деле имеются. Мало того, защитники ТКНПЗ заявили, что они якобы слышали, будто Комекова написала заявление о переводе по собственному желанию. Сложно со всей серьезностью относиться к этим заявлениям и показаниям против истицы. Кто же добровольно станет переводиться на более низкую должность с меньшей зарплатой? Также юристы заявили, что уже в ноябре 2022 года, то есть за 4 месяца до выхода на работу Беркелиевой в цех номер 6, начальником общего отдела была назначена другая сотрудница. И когда, мол, Беркелиева вышла из декретного отпуска Комековой, были предложены другие вакансии, от которых она отказалась. Таким образом, руководству якобы ничего не оставалось делать, кроме как уволить ее. Более того, в суде даже было заявлено, что Хыдыр Ниязов предложил истице работать в должности начальника общего отдела. Помните второе предложение? Вернуться на этот пост, но через месяц быть уволенной. На что Комекова якобы ответила, что уже не желает работать, потому что никому не верит и едет в Ашхабад. Этим женщину пытались представить в суде как скандалистку и недоговороспособного человека. В качестве свидетеля в судебном процессе выступил председатель профсоюза ТКНПЗ Назаров, полностью поддержавший версию работодателя. Этот и другие свидетели, слово в слово, повторили, что Комекова добровольно перевелась на пост инженера, но слова эти ничем подкреплены не были. Источник Turkmen News считает, что такая позиция еще раз доказывает нахождение профсоюзов в Туркменистане под пятой администрацией и в тех рамках, которые им ставят. Тот факт, что Бахаргуль Комекова почти 9 лет проработала на заводе без единого нарекания и не имела никаких взысканий, в суде вообще не учитывался. В итоге суд отклонил иск Комековой о восстановлении ее на работе и выплате компенсации за время вынужденного прогула. Для этого потребовалось лишь одно заседание. Во все хитросплетения отношений на предприятии суд не вникал, хотя в рамках своих полномочий имел право направить запросы и в Туркменнефть, и в городской отдел труда. Другое дело, что такая задача перед судьей Ахметяром Сапаровым не ставилась. В ходе судебного процесса снова прозвучала фраза: «Руководство решает, кому и где работать», но суд не обратил на это никакого внимания. Вероятно, место начальника общего отдела кому-то очень понадобилось, и тогда решили таким вот сложным путем избавиться от Комековой, чтобы этому кому-то освободить теплое место. Надеялись, видно, что женщина смирится и согласится на одну из предлагаемых вакансий, но не учли ее характера и осведомленности в статьях трудового законодательства. На ТКНПЗ царит чехарда кадров. Работа не строится на профессионализме и грамотном подборе и расстановке кадров.
кандидаты на должность отбираются не по деловым качествам. В результате, исходя из каких-то своих критериев, юристу, причем женщине, могут предложить должность инженера-экономиста, оператора или даже сварщика. Диплом, опыт работы, безупречная репутация? А зачем? Профсоюз предприятия, призванный защищать интересы работников, в том числе и от произвола руководителей, отстаивает позицию работодателя не хуже, чем это делают юристы, потому что профсоюз полностью зависим от руководства этого предприятия. Профессиональный юрист Бахаргуль Камекова, знающая статьи закона, увы, не смогла добиться вынесения справедливого решения. Спустя год ей так и не предоставили работу. А что говорить о тех простых работягах, в сторону которых, скажем, прокурору или судье, достаточно только повысить голос, и они оробеют, придут в замешательство и согласятся с любым решением, лишь бы кошмар закончился. Любой, даже маломальски значимый начальник в Туркменистане знает это и этим пользуется. Заодно с ним действует и карманный туркменский суд. Кстати, с сентября 23 года судья Ахметяр Сапаров уже работает в суде Ахалского вилаята. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретный чат Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.